Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. В Якутии впервые студенты с ВФУ будут вести литературный блог. Поговорим об этом и не только с гостем нашей студии Дмитрием Жирковым. Это старший преподаватель филологического факультета СВФУ. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, недавно вы участвовали в молодежном форуме «Амур» и выиграли грант Росмолодежи на реализацию медиапроекта. Что это был за проект и когда начнется работа над ним? Да, конечно, хотелось бы сказать о том, что форумная кампания, инициированная президентом Владимиром Путиным, проводится в течение последних нескольких лет. Эта форумная кампания включает в себя несколько форумов в самых различных городах страны, и каждый из них имеет определенную грантовую поддержку. Форум «Амур», который проводился в городе Комсомольск-на-Амуре, это был второй форум, в котором я принял участие в этом году, и мне действительно удалось там выиграть грант на максимальную сумму. Это был единственный проект, который получил вот такую вот положительную оценку. Наш медиапроект, который называется «Литблог», получит в практическом смысле воплощение в виде первого в Якутии литературного блога. В каждом из выпусков мы будем со студентами обсуждать ту или иную книгу. Это будет художественная литература, современная, классическая. При этом каждый выпуск имеет тематическую направленность. Так, например, наш первый октябрьский выпуск, работа над которым уже началась, будет посвящен театру. Я знаю, что в этом году исполняется 130 лет со дня основания Русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина, и нам очень хотелось бы свою дебютную работу посвятить и приурочить к этому, несомненно, знаковому событию в культурной жизни республики. Последующие выпуски будут посвящены в том числе балету, кинотеатру, музею и другим темам. Мы хотим показать нашим зрителям, в том числе еще совершенно юным, что читать книги, приобщаться к культуре – это не только полезно, нужно, но и это может быть, безусловно, увлекательно, интересно и даже захватывающе. Пользуясь случаем, я, конечно, хотел бы пригласить всех присоединяться к нашему литературному блогу и участвовать в конкурсах, которые мы будем проводить. И для этого у нас заложены средства на ценные и весьма приятные призы. Здорово. Дмитрий, также была новость, что вы получили путевку на всероссийский фестиваль «Космофест Восточный». Давайте поговорим об этом поподробнее. Расскажите, что это за фестиваль? Это уже первый форум, в котором я принял участие. Если «Амур» был в августе, то первый форум «Восток» был в июле. Мне удалось посетить остров Русский, гостеприимный, дружеский, нашему университету, Дальневосточный федеральный университет. Там мы вместе с ребятами из различных регионов создавали реальные проекты для таких крупных организаций, как Сбербанк, Русгидро, РЖД. Команда наша создавала туристический проект для космодрома «Восточный». И наиболее отличившимся из нас вручили путевки на Космофест, который объединит школьников, студентов, молодых специалистов, увлекающихся темой космоса. И я думаю, что это мероприятие, ознаменованное в этом году 60-летием со дня легендарного полета Юрия Гагарина, пройдет, несомненно, на самой высокой ноте. А какие еще проекты вы реализуете совместно с филологическим факультетом и на что они направлены, и какие уже есть результаты? Я думаю, что современные вузы перестают выполнять только две свои основные миссии. Это синтез науки и образования. Сегодня в современных социокультурных условиях к ней присоединяется еще и третья миссия – это социальная. И филологический факультет, который является одним из древнейших, одним из старейших в нашем университете, всегда
и славится как раз-таки проведением вот этих вот социальных, просветительских проектов, которые в этом году, наверное, озарены особым светом, потому что, вы знаете, Якутск был столицей тотального диктанта, организатором которого является наш факультет. Наш регион, Якутия, является действующим носителем звания «Самый читающий регион России». Я думаю, что в этих условиях, когда взоры всей страны обращены в наш регион, мы творим и создаем поистине интересные проекты, среди которых я могу назвать и литературную экскурсию, литературный Якутск. Я могу назвать, конечно же, и книгу сказок Русского Устья. Ну, а что говоря о нашей кафедре, кафедре русской литературы XX века и теории литературы, которая как раз-таки и проводит самое большое количество литературных проектов, одним из последних таких является конкурс, посвященный творчеству современного писателя Дмитрия Глуховского, и в котором приняли участие ребята с различных городов России, и призерами этого конкурса стали студенты и школьники из Московской области, из Самарской области и, конечно же, ребята из города Якутска. Там я помню, что школьник победил из 29-й школы, и магистрантка нашего факультета тоже заняла какое-то место. Поэтому мы, конечно же, получаем этот отклик, и благодарный отклик. И я думаю, что на верном пути мы. Вы активно вовлекаете студентов в проектную деятельность. Как вам удается их мотивировать и какие технологии, методы использует современный преподаватель? Я думаю, что прежде всего, что необходимо в работе со студентами, это создание особых доверительных, партнерских отношений между преподавателем и студентом. Потому что именно только в этой атмосфере студенты не только с интересом включаются в учебный процесс, но и инициируют собственные какие-то идеи, делятся личным творчеством. В последнее время получают особую актуальность прикладные филологические работы. Если говорить о литературоведческих, это не только академический анализ текста художественных произведений, но и создание различных проектов, к которым относятся и литературные экскурсии, и буктрейлеры, и какие-то игры для современной молодежи. И я думаю, что вот эта вот проектная составляющая, к которой наши студенты приобщаются уже с первого курса и завершают вот на 4-м, и в магистратуре продолжают, вещи абсолютно полезные и нужные, особенно в современных условиях и в условиях цифровизации, тем более. Давайте поговорим немного о значении литературы в нашей жизни. Вы, как старший преподаватель филфака, можете ли сказать, что русская литература популярна среди молодежи? И можете немного рассказать, какие они, ваши студенты? Современный студент – это молодой человек увлеченный, это молодой человек творческий, любознательный. Современный студент, помимо своей основной учебной деятельности, еще и занимается и увлекается самыми различными какими-то интересами. И когда узнаешь о них, то всегда поражаешься тому, что современная молодежь вот настолько интересная. Что говоря о чтении и о любви к русской литературе, то я думаю, что она, несомненно, есть. Понятно, что студенты-филологи, русисты – это их прямая обязанность любить и почитать литературу. В каких-то бытовых ситуациях они начинают случаи из жизни рассказывать через призму литературных героев или произведений. Всегда радуешься тому, что бывает еще и такое. А какие книги авторов вы бы порекомендовали прочитать современной молодежи и почему именно их? Буду продолжать и настаивать на чтении классической, прежде всего, литературы, которая является
не побоюсь этого слова, сокровищницей мировой литературы. Ведь кроме программных произведений, которые читаются в школе, в университете, есть огромный пласт, целый корпус произведений, достойных внимания, в которых сосредоточены очень важные вещи, которые говорят о вечных ценностях. И я думаю, что для современной молодежи это лучшее, что мы можем предложить. Поделитесь, какие планы вы наметили себе на будущее, возможно, участие в каких-то еще форумах, проектах? Несомненно, да. Я думаю, что эта форумная кампания, к которой я приобщился в этом году и вошел в это сообщество инициативной молодежи, активной молодежи, будет продолжена и следующим летом. Мне хотелось бы попасть на другие форумы, потому что их огромное количество, и каждый из них имеет свою определенную направленность. И, конечно же, это работа над грантом, который составит целый год и завершится в августе. Я надеюсь, получит какое-то еще и иное воплощение на других форумах. А что касается каких-то моих других целей и планов на будущее, то, разумеется, это общение с моими студентами, это моя бесконечная любовь к моим лицеистам нашего университетского лицея и, конечно же, защита кандидатской диссертации. Я думаю, что сейчас это то, на что брошены все мои силы и все мои надежды. Спасибо большое, Дмитрий. Надеюсь, что все ваши силы и надежды будут оправданы. Спасибо. Ну а я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали со старшим преподавателем филологического факультета СВФУ Дмитрием Жирковым.